Многие убежали, оставив свой товар. Таджикские мигранты сетуют на участившиеся полицейские рейды. И это уже не в России. Подписывайтесь на обновления, будете в курсе всего самого важного. Таджикские мигранты в Казахстане сетуют на участившиеся рейды полиции по крупным стройкам, рынкам и другим местам скопления иностранцев. Казахские власти заявляют, что цель – отработки участок, выявление нелегальных мигрантов. Таджикистанец Азамат 27 сентября рассказал, что накануне сотрудники Комитета миграционной службы МВД Казахстана совместно с работниками госбезопасности и военнослужащими Национальной гвардии на Алма-Атинской барахолке задержали и доставили в отдел полиции большую группу иностранцев. Увидев военнослужащих Нацгвардии, многие торговцы скрылись, оставив свой товар. Мигранты знают, несмотря на наличие регистрации, все равно их забирают в отделение полиции. Из-за участившихся рейдов мы реже стали выходить на работу, рассказал собеседник. По словам Азамата, у него самого проблем с документами никогда не было. Несмотря на это, недавно его доставили в приемник-распределитель департамента полиции Алматы на улице Бегалина, 101 и продержали там почти целый день. На видео, которое распространилось в интернете, видно, что в рейдах участвуют и военнослужащие Национальной гвардии Казахстана. Комитет миграционной службы МВД Казахстана на днях сообщил, что в ходе отработки участок в первых числах сентября только в Алматы полиция выявила порядка 3000 нарушений миграционного законодательства. В приемник-распределитель водворен 441 иностранец. Выдворены за пределы Казахстана 64 иностранных граждан, говорится в сообщении, опубликованном на сайте миграционного ведомства. В ходе операции «Участок», в частности, было выявлено, что на строительном объекте в Медеузском районе Алматы незаконно трудились 14 граждан Таджикистана, которые, к тому же, не имели при себе документов, удостоверяющих их личность. Собеседники не исключают, что за последние 2 недели возросло число задержанных иностранных граждан, в том числе и таджикистанцев. Раньше мигранты из Таджикистана жаловались на рейды полиции в российских городах. Начиная с мая этого года полиция в разных уголках Российской Федерации проводила рейды и задержания мигрантов, в основном граждан Таджикистана. Не только рабочих на стройках и промышленных предприятий, но также и студентов. Силовики приходили в места проживания мигрантов ночью или ранним утром, поднимали людей, проверяли документы, а тех, кто начинал задавать вопросы, избивали и задерживали. О насилии со стороны казахских силовиков во время рейдов не сообщается. Однако некоторые эксперты не исключают, что сотрудники полиции и Нацгвардии Казахстана, копируя действия своих российских коллег, могут не только грубо нарушать права иностранцев, но и заниматься мздоимством, несмотря даже на то, что у них проблем с документами нет. Кстати, в Казахстане мигрантов из Таджикистана не так много, примерно 10,5 тысяч человек. Казахстан на сегодня считается в регионе второй после России страной, куда приезжают трудовые мигранты из Таджикистана. Экономическая ситуация в России после западных санкций из-за вторжения в Украину вынудила некоторых таджикских мигрантов выехать на заработки уже именно в Казахстан. Таджикские мигранты в этой центральноазиатской стране работают в основном на рынках и стройках. Раньше они говорили, что в Казахстане зарабатывают меньше, чем в России, но чувствуют себя здесь безопаснее. Но, как мы видим, и эта ситуация немного меняется. Как вы относитесь к такой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.